Я очень добрый человек. Почему меня сделали трэш-блогером, я не понимаю. Якутия, Якутия. Ты из Устьянска? Это же он лютый, ребята, он лютый, типа, не подходите к нему. Никогда не афишировал, что я вот снялся, Саша Петров. Да я пошел деньги заработать. Я заработал, все, дайте новую работу. Сахадей отправьте, скажите, Фегер ищи. Ты чё? Камеру бери. Всем привет, это первый выпуск подкаста Капсятех. Меня зовут Алгыстан, я буду его ведущим. Сегодня у нас первый гость в пилотном выпуске — артист театра, актер кино, певец, гигант мысли и одновременно отец якутской интеллигенции. Его мысли будут актуальны всегда. Это Игорь Феглер. Привет, Игорь. Как дела? Куда работаем? Сюда? Сюда. Она точно знает, толстый кошелек очень в жизни помогает. Всем привет, я Феглер, Игорь, и я артист театра. Дела прекрасно. У меня хорошее настроение, очень тебя рад видеть. Мы с Алгастаном знакомы достаточно давно, работали над одним интересным проектом, скажем так. С очень хорошими людьми, я бы сказал. Людьми, поэтому, правда, просто по-человечески приятно. Ты прилетел из Питера. Расскажи, зачем, какие цели у тебя здесь, в Якутске? Каникулы или как? Да, у меня заслуженный отпуск. Я сейчас проживаю в Санкт-Петербурге, работаю в театре. 2 недели у меня такой вот заслуженный перерыв. Я приехал сюда по личным делам. У меня свадьба у брата. Это, конечно, очень приятно. Я не видел семью в районе что-то года. Ко мне приехали родители. Ну и с друзьями немножечко туда-сюда, там, чаек. Блин, вот Игорь Феглер. Интересная эта фамилия Феглер по паспорту. Да, это фамилия. Можешь рассказать, откуда такая фамилия редко, и про свои корни у тебя? Ну, это якутские корни у тебя или больше... Намешано у меня. Нет, на самом деле не намешано. У меня отец немец, это немецкая фамилия Феглер, очень красивая, мне кажется. Многие, конечно, думают, что это мой творческий псевдоним. На самом деле, мне кажется, для псевдонима очень сложно. Я бы не додумался. Что-то, знаете, типа Стелс, какой-нибудь Герц, а Феглер что-то очень замудренный, я бы до этого не додумался. Отец у меня немец, но он не чистокровный. Когда я говорю друзьям, что у меня отца зовут Василий, они такие: что, немец Василий? А что, он типа из Германии прибыл, сироп целебный привозил? Я им говорю, типа, вы что, с ума сошли? Конечно, он живет в Якутии, и он не чистокровный немец, он сахаляр. И дед, то есть его отец, тоже был на полшишечки у нас немец. А вот прадед, кажется, если мне память не изменяет, он уже был немец, который ссыльный, с Казахстана приехал в Якутию и тут обосновался. Но мы не воевали за фашистов, если что. Важная ремарочка. Да. Так, А мать у меня якутка. то есть у тебя якутский... Да, якутский. Как у тебя с языком якутским, ты понимаешь? Я понимаю хорошо достаточно, и я могу находиться в обществе, когда друзья или люди вокруг меня разговаривают исключительно на якутском, у меня дискомфорта этого не вызывает никакого. То есть я не из тех, которые типа, можете по-русски, я не понимаю, типа, я могу как-то коммуницировать с людьми, но тем не менее не говорю, к сожалению. Вот на слух понимаю. По интонации, По наверное. интонации, какой-то методом дедукции могу там Уже выстроить речь. достроить какую-то мысль и принять ее, впитать, но не говорю и не читаю. Ну, давай начнем вообще наш разговор, наше знакомство с твоего детства. Расскажи про детство. Какое оно у тебя было? Ты в городе вырос или в деревнях? Я родом из Устьянского района, М, поселок Усть-Куйга, хэштег, это море Лаптевых, мгм. это там что-то там рядышком Стикси, крайний-крайний север. Такое, знаете, вымирающее поселение, к сожалению, уже люди уезжают, уже ничего там нового не строится, все наоборот только Там разрушается. атомная что-то, электростанция Сейчас вроде, да, собираются строится. у нас строить атомную станцию, Мгм. да. Но я не знаю, я достроят или нет, надеюсь, да. Тогда поселок заживет, конечно. Я на своей памяти, когда заканчивал школу, там все было уже так, в плачевном состоянии, и с каждым годом все хуже. Ну, слушай, Сергей Орлов тоже с Устьянского, с Да, депутатского. он мой Получается, земляк. земляк ваш, да? Мой земляк.
но мы с ним Мгм. не знакомы. Ну и как твое детство проходило Да там? слушай, нормально. Вот я из тех детей, вот если говорить про Усть-Куйгу, я из тех детей, который успевал, точнее, все, Мгм. и погулять там по войнушкам, по Мгм. заброшкам, вот это все. И в музыкальную школу ходил, и на всякие секции, волейболы, баскетболы. А мы, кстати, материмся или нет? Можно. Немножечко можно? Немножечко. Вот, и вся, короче, вот эта вот херь, я успевал, правда, все. И поэтому я из того поколения, который, когда приехал в город, приехал в институт, я и английский язык хорошо знал, и танцевать умел, и маршировать с нужной ноги умел. То есть вот как-то во мне все более-менее было развито. Сейчас дети уже растут, к сожалению, они, ну, не знают, где право, где лево. Мгм. Школьные годы ты, получается, там закончил школу? Да, в 2016 году я закончил школу, и с тех пор еще не был ни разу в Куйге, к сожалению. Ну, дорогие билеты, правда, это для меня не, ну, мне кажется, нерентабельно как-то туда ехать за 27 тысяч рублей в одну сторону. Ну, то есть поселок хороший на самом деле. Просто, ну, это север. Это прямо вот реально крайний север. Это вам не за речку переплыть и оказаться в Нижнем Бестяге. Это буквально очень далеко. Там трудно все. Дорогие билеты, дорогая еда, дорогой интернет, ну просто некомфортно жить. И сейчас, когда в нынешние дни, правда, согласитесь, полегче стало переехать в город или куда-нибудь в регион другой, да, в центр, полегче. Раньше такого не было. Когда появилась такая возможность, люди уезжают, это нормально. Слушай, а вот я впервые узнал, что ты из Устьянского района. Ты как-то специально не афишировал или это как-то... Нет, я вообще на самом деле человек, который открытая как книга, просто у меня нет такой тенденции всю жизнь, ну, то есть постоянно о себе что-то рассказывать. И меня когда спрашивают, я об этом рассказываю. Когда меня не спрашивают, зачем кому-то это нужно. Ну, типа, что привет, я Игорь Фегер, я из Усть-Куйгитева или что? Не, ну, если ты с севера, это же какой-то... Как это сказать? Ну, людям кому-то, может, интересно, необычно, не знаю. У меня единственная плюшка была, что я в институте получал стипендию за то, что я с северного района. И то, М, по-моему, даже не получал. Я помню, что дали новогоднюю премию мальчику из Тикси. Я говорю, а я, блядь, в 100 километрах от него живу. Я тоже, блядь, из севера, а мне не дали. Понимаете? А так... Блин, это студенчество, ты закончил АГКИ, Арктический государственный Вот это, институт кстати, культуры. единственный момент, который я правда не афиширую, потому что, честно признаться, я расстался с институтом в не очень хороших отношениях. Не, ну почему? Я видел твое резюме, где ты актерским, и ты там прям черному по белому. Ну, это резюме мое, конечно, я констатирую факт, что у меня есть диплом государственного института. Ну, хорошо. А Да, так вот, режиссер и постановщик. я режиссер-постановщик культурно-массовых досуговых мероприятий, запятая, менеджер культуры. А что там? Ну, как это? Ты получил диплом, как это может быть плохие отношения, если ты... С институтом? Ну, Да. там разные у нас были, конечно, штучки-дрючки, конфликтные ситуации. Нет, ну, в целом, если кратко рассказывать, просто кто олды помнят меня, я еще со времен... Вообще, когда в Инстаграме появились сторис, это год типа 17-18, Мгм. да? Вот мне кажется, я в Якутии, ну, один из первых, кто прямо понял, что это реально крутая штука, сторис, что можно снимать какую-то херь, шутить, материться, и на следующий день про это все забудут. А люди, когда у нас нововведение происходит же в приложениях каких-то, да, они такие, о, типа, что-то непонятно, боюсь. А я такой сразу, оп, сторис, это тема. И у меня уже вот тогда, там, это был 2-й или 3-й курс, 17-18 год, тогда уже потихонечку, маленькая, но аудитория начала появляться из-за этих сторис, Мгм. потому что я, ну, как и сейчас, тогда еще больше было шуток, еще больше было матов. Я вообще был безбашенный молодой мальчик, который еще не знал, что такое светская жизнь, бегал там где-то по теплотрассам, ходил в какие-то бичарские клубы и все это снимал, и это было очень весело и круто. И тогда уже вот у меня начала расти какая-то аудитория, появляться свои зрители, Ну, которые приходили впоследствии на мои какие-то концерты, на мои какие-то спектакли. Ну, там в районе, может быть, 3000 человек, но у меня вот была живая аудитория. И в институте я всегда был главным активистом, я был круглым отличником, я был голосом вуза, я везде всегда представлял свой институт, что с гордостью, с честью, так, с любовью. да. И в какой-то момент, это был 4-й курс, уже 2020 год, когда у меня оставался последний семестр, они, оказывается, узнали, что у меня есть Инстаграм. И оказывается, они узнали, что я могу дома на кухне пить пиво, могу материться Ага, за стенами института, так. могу какие-то вещи себе позволять на своей личной социальной странице. Им это очень не понравилось. У нас были такие прямо дискуссии различного характера. И На уровне куратора или на уровне там еще...
Я уже не помню, на чем уровне. Это было на уровне прямо вот дирекция. Мгм. Кстати говоря, ректора не было в то время, когда все Нового. эти... Нет, нашего ректора, она Ага. буквально была в А, командировке, и она такая приехала, типа, а там ей а вы говорят, были знакомы? нет, мы с ней не знакомы, но просто я же говорю, я был лицом вуза, все знают, что я Игорь Феглер в Агики, я вот это вот я, и Ты есть как Агики. пиар, короче, Ну, Агики. не то, что пиар, просто я заслуженно был реально очень... Да, ну, мгм. Везде меня отправляли, прям мной пользовались. И за это, конечно, я получал обратный какой-то кликбейт в виде повышенной стипендии. Ну, заслуженно, опять-таки. У меня были всякие вот эти грамоты, награды и все остальное. Портфолио я предоставляю, мне дают стипендию мою. И мне было комфортно, типа, ну окей, это очень классный бартер, вы мне даете повышенную стипендию, а я за это просто иду и выступаю везде. Мгм. Это же вот и есть мой хлеб, я же и артист. Ну, И меня собрались, короче, исключать. на последнем На семестре. последнем семестре меня заявляют и говорят, либо давай-ка ты, мальчик, удаляй свой инстаграм, либо мы тебя сейчас отчисляем. Я говорю, вы в своем уме? У меня заведующая моей кафедры, которая должна была за меня вступиться вот так вот, она говорит, можно я скажу, выгнать его, выгнать, а на столовой, блядь, повесить грамоту, доска позора, чтобы все видели, что позор и стыд ему. Я говорю, Серьезно? вы в своем уме? Я уже не помню, как ее зовут. И вот. И это все, короче, происходило в отсутствии ректора. И она когда приехала и говорит, вы что, с ума сошли? Это же Феглер наш, это же наш Феглер. Подуспокоились, конечно, все, я спокойно-то учился, никто мне в колеса палки не вставлял, но Мгм. стипендии меня мои лишили. А я вплоть до последнего дня, когда назначали эту стипендию, то есть это я помню 24 февраля вышел приказ о повышенной стипендии, а 23-го я еще ходил и выступал. Меня отправили на корпоратив в военкомат. Я там пел. Агики вас поздравляет, наш любимый военкомат. И 24-го, блядь, хуяк, мне не назначили стипендию. За то, что я матерюсь в Инстаграме. Да, понял тебя. Слушай, ну, мы такие карты раскрыли, а по уровню профессиональной подготовки именно на Нет, режиссера-постановщика? в этом плане институт, правда, очень Всё хороший, на самом топовый. деле. Очень хороший Мгм. институт. И я, когда нахожусь в большом городе, ну, в Москве, в Питере, я вот вижу, как в Москве, в московских вузах учатся ребята. Я не могу сказать, что они, конечно, там плохие. Вот ГИТИС, Мгм, ВГИКовцы, мгм. Щепкинцы, вот они все. Я не могу сказать, что мы лучше там, да, грубо говоря, Да. но мне не стыдно, я думаю, ну, слушай, точно то же Ну, самое. то есть Только ты-то... это ГИТИС, а это типа ГИКи какой-то в Якутске, никто об этом не знает. Но по уровню подготовки, извините меня научили и плакать, и смеяться, и Не, ставить, ну и это всё ты, на свете. кстати, воспринимаешь это как соревнование, то, что ты представляешь вот Якутск, Агики, типа, ну давайте посмотрим, что вы умеете, я покажу, что умею я, чему я научился. Ты так воспринимаешь или как-то по-другому? Нет, у меня никакого нет соревновательного характера с другими Мгм. ребятами. Я вообще, на самом деле, очень скучный человек. Мне все это вот в рамках моего Инстаграма, и правда, я очень спокойный. Мне вот эти все баталии, конфликты, они мне очень интересны, потому что у меня и так полно эмоций. Единственное, что когда я хожу на чьи-то спектакли студенческие, я могу немножко сравнить и сказать, что, ну, как-то не удивили. Мгм. Как оказалось бы, это щука, это щепка там, или что-то еще. Ну, мы в ВГИКи в своем всратом, ну, не хуже делали вещи, хорошие. И у нас потрясающие были преподаватели, и правда именитые. У меня поставленный голос очень хороший. Я работал много лет диктором правительства, между прочим, когда был студентом. И меня научили хорошо говорить, меня научили по-актерски. У нас потрясающий был хореограф. Я помню всех этих людей, я их люблю до сих пор. Они в моем сердце, потому что преподаватели в АГИКе очень крутые. Мгм. Ну, слушай, вот если детство, школьные годы и студенчество брать, всегда ли ты был таким, какой ты есть? Ну, ты такой, Каким таким? ну, то есть у тебя нет зажимов, ну, если так со стороны посмотреть, нет Комплексов. зажимов, Ну, что такое комплексов, открытый, яркий? да, открытый, Ну, я яркий. по себе, вот если как разбирать меня, мой психологический какой-то портрет, я очень такой, реально обезьянка. Ага. Вот, что я такой открытый, без зажимов, без комплексов. Но мне кажется, научили нас этому на первом курсе. Все вот эти зажимы и блоки, их снимают в творческом вузе в первый семестр обучения. Я помню, что я был очень закомплексованный человек в плане внешности своей. До студенчества или... Ну вот, да, когда я пришел в Мгм. институт, я еще немножко стремался к своей внешности. Я понимал, что я мальчик толстенький. Я понимал, что кто-то стройнее, кто-то Красивее. красивее, у кого-то нос, у кого-то зубы, а у меня все как-то вот так вот. Но это все очень быстро как-то улетело. Я научился просто
Это практика или это как-то ты со временем так пришел Слушай, к я этому? помню, что я не уверен, что мне давал это преподаватель, что Ага. вот есть такое вот упражнение. Мне кажется, я не думаю, что она бы такое посоветовала. Мне кажется, я в интернете прочитал, что нужно ходить голым перед зеркалом. И я реально это делал на первом курсе. Я раздевался со своей там писькой, со своим животиком, стоял вот так вот, разглядывал. То есть нужно прямо изучить свое тело. Каждую складочку везде повернулся, все посмотрел, заглянул. Это правда очень крутое упражнение, которое помогает тебя принять тебя. Ты в общежитии жил? Я жил первый семестр общежития, Мгм. даже меньше, наверное, ну, месяца 3, то есть вот первые первокурсные 3 месяца, сентябрь, октябрь, ноябрь, я жил в общежитии к Новому году. Новый год я уже отмечал в съемной квартире. Мгм. Я съехал из общежития, потому что, к сожалению, я очень брезгливый человек. И, ну, что такое общежитие, мы все представляем. Однажды я приехал там в 11 вечера после репетиции какой-то сложной, и у меня в туалете кто-то не смыл за собой унитаз. Ну, вы Ага, ага. представляете, что там было. И это была последней каплей, когда я просто собрал манатки и в этот же вечер уехал к родственникам, и все, и с ними поселился. Блин, понятно. Давай поговорим про творчество твое. Ты вот человек творческий, снимался в кино, снимался, ну, актер театра или артист, как правильно сказать? Это очень превеличная тема. На самом деле, ребята, ну, сейчас, конечно, я, правда, работаю в театре. Мгм. И в очень крутом театре. И я сейчас могу заявить, что да, я артист театра. На самом деле, все, что было до этого 3 года, что вот я, Игорь Фегер, там, т.д., но это немножко преувеличенная история. Вы понимаете, что был проект Йорта Хаус, где у каждого был какой-то образ. Ага. И я, правда, у нас в институте был студенческий театр, он назывался Туэркен. Я был его солистом, я, правда, играл какие-то спектакли. Но это студенческий театр, это вам не, понимаете, Но не не... Санкт-Петербург, а Мгм. Москва. И вот так получилось, что я пришел в этот проект, и мы придумали, ну, как бы по документам вроде бы все сходится. Вроде бы театр есть, Туэркен, есть. Ты солист? Ты солист. Ну, так и скажем. Я солист театра. И вот так вот все и пошло. И все начали: «О, ебать, Феглер, там это, все, пятое, десятое». А на самом деле я даже по образованию не актер. Не актер драматического театра, не актер кино, не актер музыкального театра. Я режиссер-постановщик, более того, даже не театральный режиссер. Режиссер-постановщик культурно-массовых досуговых мероприятий. Я СКДшник, социально-культурная деятельность. Мы делаем какие-то флешмобы, Мероприятия. какие-то вот церемонии открытия, закрытия на стадионах. Вот эти вот все масштабные, где люди с флагами ходят. Вот это мы занимаемся по образованию. Но просто так получилось, что я умею петь и танцевать, потому что у меня такая подготовка. Я всю жизнь, правда, учусь этому. Я всю жизнь, сколько я себя помню, я играю на фортепиано, я пою, я танцую. Я всю жизнь прокачиваю свой скилл, чтобы быть хорошим артистом. Мгм. И, к счастью, не обязательно иметь корочку о том, что я артист театра, чтобы работать в театре. Просто можно прокачаться, и люди увидят, что, ну, он, блядь, умеет же петь, и дадут тебе роль. Мгм. Ты еще и музыкант, песни записываешь? Да, тоже это в моей жизни было. Сейчас немножечко на паузе. Я с музыкой на «ты». Мы с музыкой, блядь, на лавочке вместе пивко. Слушай, а как ты, ну, твой популярный трек самый? Луна? Луна, да. Ой, «Луна» — это... Как ты Ну, не такой он записывал? популярный. Ну, в рамках Якутска и баров, где тусят мои друзья, он, конечно, достаточно популярный. Есть, конечно, в Якутске другие исполнители, которые в разы круче, чем я, которых реально слушает там вся Мгм. страна и все остальное. В рамках, я же говорю, вот своей аудитории песни достаточно приятные. Ну вот, как можешь оценить уровень Якутии в музыкальном плане? Тут же, ну, как сказать, отдельный рынок Да. в России. И как тебе, кто нравится, кто не нравится? Вообще слушаешь ли якутскую музыку, песни якутские? У меня немного, честно сказать, песен якутских, потому что я не понимаю, о чем люди поют, Мгм, мгм, опять-таки, да? Вот. Но я могу сказать, что у нас молодежь, она очень талантливая, правда. мгм. И вот наши музыканты, вот те, с которыми я знаком и дружу, правда хорошие, приятные голоса, правда умеют петь. Я безумно люблю Аину Кокитоку. Она вот для меня кажется каким-то очень уникальным. Вот знаете, вот есть Мгм. люди талантливые по рождению, я Мгм. их называю художники. Вот они художники. Вот Аина художник, у нее от природы такой талант, какой-то невероятный голос, супер крутой слух, она может все эти мелизмы делать, Мгм. импровизировать. А есть люди, которые, вот как я себя отношу к ремесленникам. Я научился этому ремеслу, и у меня, конечно, хорошо получается, но я этому научился. Это как Криштиану Роналдо и Месси, да, наверное? Вот все Ну, говорят, не знаю, Месси я не смотрю талант. хоккей. Так, да.
Короче, ну, есть люди талантливые, а есть Да. пахари, которые Да, трудом... да, да, да. Ты пахарь. Ну, я то же самое только что сказал, только Ну, ремесленником себя ну, я назвал. спрашиваю тебя, ты Вот. пахарь, да? И По поводу уровня. Так, ну давай, я правда могу всех похвалить. Я люблю Кокитоку. Ну, во-первых, рынок очень маленький. У нас, знаете, наш звездный мир якутский, он очень маленький, блядь. И мы все друг друга, правда, знаем, и мы все друг с другом дружим, и бухаем, и все на свете, короче. Поэтому нету такого, что, ну, я с ней не знаком, там, она птица не полет. Да, блядь, все мы знакомы, у нас тут 10 человек по пальцам можно пересчитать, блядь. Я люблю очень Кокитоку, я сказал уже. Я очень люблю Green Апельсин, Анжелу. И я правда безумно рад, что она вот такая стала популярной. Пробилась. Я очень люблю мальчиков снов Voice. Ну, правда, ну, Каких, хорошие, первый такие или второй смешные. состав? Но мне кажется, первые, конечно, были помощнее, они в нашем сердце будут всегда. Но вот со вторыми я прям буквально дружу, я их знаю, просто мы дружим. И, ну, прикольно же, это очень, ну, это здорово Да, просто. да. Хорошие ребятки, хорошие. Я очень... Кого еще могу выделить? Ну, и, кстати, вот я из молодых, наверное, все-таки, да? То есть я шарю за молодых. Мгм. Вот кто постарше, театр эстрады, я никого не знаю. Вот эти все пансажи и все вот эти вот, я не знаю, правда, кто это. Я не Вы знаю. не знакомы и... Мы не знакомы, музыку я, естественно, не знаю, не слушаю. Мгм. И я не знаю, вот из какой-то вот такой более крутой тусовки взрослый. А вот молодняк, да, они мне все нравятся, хорошие. Можно работать, можно работать. А есть кто не нравится? Кто не нравится? Мгм. Но из-за каких-то личных конфликтов, может быть, у меня есть. А так, чтобы прямо я сказал, что музыка говно или там что-нибудь контентовое говно, ну, не так прямо очень отрицательно. Может быть, просто мне не нравится, я такой, ну, просто не мое, и все. Мгм. Первая популярность. Ну, расскажи, как это было. Вообще, мы когда ходим, ты ходишь по улице, к тебе много людей подходят, просят с тобой сфотографироваться. Когда это началось, и... Ну, давай с этого начнем. Да вообще первая популярность у меня, вот как я рассказывал, началась вот как раз-таки с этих сториз еще в 2018 году. Небольшая аудитория была, вот до 3000 человек. Я вот на Йорту пришел, у меня было 3700 человек. Вот. Уже тогда было, конечно, приятно. Раз в полгода меня кто-то узнавал, и я уже тогда думал, я приятно, типа. Потом до Йорты в 2020 году у меня началась популярность тиктокерская. Мгм. Я же один из тех, кто первый в Якутии начал эти тиктоки снимать, Мгм. когда у нас... У нас, кстати, же очень все поздно приходит. Вы же в курсе об этом? Что тикток к нам пришел в 2020 году в Якутию, мы все ребята начали снимать. Я говорю про съемки. А в Москве люди деньги уже зарабатывали еще 2 года назад, типа 18. Ну, у нас же вообще такая... Ну, всё У очень нас поздно. блоги ЕКТ были. Не, мы создавали свое всегда. Типа, у нас были блоги, ну, Мирк там свои эти каналы. Ну, ты, наверное, не знаешь. Не, Молодой, наверное, не молодой знаю. еще. Ну, наверное. Слушай, Вот. ну, Потом, короче, вот тиктокером я стал популярным. У меня Ага. 50 тысяч мои капнули за месяц там или за 2, я не помню. За что? В ТикТоке 50 тысяч подписчиков я А. набрал свои, и я уже такой, все, я самоутвердился, и как-то все это дело забросил, Мгм. но аудитория вот есть, и она же такая международная, типа, не Мгм. якутская тусовка, да, а вот из Бурятии Казахстан. ребята, Казахстан меня смотрят, они все переходят в Инстаграм, там мне пишут, ребята, я помню, рисовали мои, типа, тиктокерские фанатики рисовали портреты мои, делали какие-то вот эти видео, как они называются, фан-видео, там, под Мгм, мгм. музычку, всякое такое, вырезки. Я такой думал, что не себе. И мы когда делали Йорту Хаус, у Вовы было там 100 тысяч, у Ясика 50 тысяч в Инстаграме, Катя Чекрыш там 30 тысяч. А я пришел типа с тиктокерской аудиторией. То есть был посыл такой, что это инстаграмные ребята известны, а я типа самый крутой тиктокер. Вот. Ну и со времен Йорты, конечно, уже... Нет, давай. Йорта это хаус. Что это такое? Ты можешь объяснить тем зрителям, которые не понимают, не уследили, что это Ну, такое? просто да, видите, реалити-шоу? мы все растем и забываем некоторые вещи, и появляется новая молодежь, дети, которые в 2020 году Йорту не смотрели, сейчас они выросли, зашли в Инстаграм и не понимают, о чем мы сейчас говорим. В 2020 году был реализован такой очень прикольный проект Йорта Хаус. Мы с Вовой Дормидонтовым, Сашей Берзом, с Туясиком и с Катей Чекрыш, нас было 5 ребят Мгм. молодых, амбициозных, мы решили сделать свой якутский TikTok хаус, Мгм. такой профессиональный. Привет, меня зовут Вова. Привет, я Туясик. Всем привет, я Феглер. Меня зовут Саня. Меня зовут Катя.
I'm a boss. I'm a bitch and a boss. I'm a shine like glass. I'm a bitch. I'm a boss. I'm a bitch and a boss. I'm a shine like glass. I'm a bitch. Чтобы мы вместе жили реально, чтобы мы вместе творили и всякое такое. Но мы поняли, что ТикТок только-только появлялся в Якутии, то есть ребята только-только начинали снимать, и что ТикТок тема, короче, ну, это сейчас пока еще не актуально. Мгм. И мы решили, что нужно акцентировать свое внимание только на Инстаграме. И стали снимать реалити-шоу в Инстаграм. И мы очень здорово стартанули, очень быстро набрали аудиторию. На пике у нас что-то было в районе 100 тысяч, наверное, подписчиков в Инстаграме. Это хороший показатель. И у нас есть даже определенные регалии. Мы в свое время, в 2020 году, были самое рейтинговое реалити-шоу на платформе Инстаграм на Дальнем Востоке. Вот такая регалия, представляете? Forbes Russia в 2020 году делали статью про TikTok хаусы в стране. И они писали про Даню Милохина, вот в этой Мгм. статье, про XO Team, про Dream Team House, вот про вот эти вот московские крутые миллионные блогеры. Вот про них они писали, и там была ссылочка. Типа, по скриптум. В Казахстане есть вот такой хаос, а в Якутии самый крутой Йорта хаус. Ну, как бы два слова приятно. Это же Forbes Russia. Мгм. Forbes Russia знает, что такое Йорта хаус. Это очень здорово было. И третий момент, который я постоянно хвастаюсь, телеканал международный Russia Today, который снимает вот эти вот документальные фильмы и показывает их по всему миру на разных языках. Они приезжали в командировку на 2 недели и снимали про нас документальный фильм. И он вышел на 37 языках мира. Представляете? Про Йорту Хаус нашу, блядь, про которую мы уже забыли, но они снимали этот документальный фильм про нас. Приезжали Rush Today снимать. Смотри, в Юрта Хаус, как ты видишь свою роль в этой передаче? Какая у тебя была роль? Вообще, мое попадание туда, оно очень, ну, тоже по-своему интересное и смешное. Мгм. На тот момент с моим лучшим другом, правда, с Вовой Дормидонтовым, мы были в очень плохих отношениях. Мы с ним не общались. Это тоже очень смешно, когда Вова же учился со мной в АГИКе. Он был на 2 года младше меня. Мгм. Я учился на 3-м курсе, он пришел на 1-й. Мгм. И он пришел уже тогда крутой. Я, блядь, этот хомусик, блядь, виртуоз. По каких-то конкурсах побеждал. А я, извините меня, я вообще люблю дедовщину. Я уже старшекурсник, я уже солист театра. И я такой, типа, чё, блядь, мальчик? В ужасе. И он такой, типа, нет, я реально крутой. И у нас вот этот конфликт, кто круче, типа, он, к сожалению, произошел очень агрессивно, и мы перестали общаться. Потом он ушел из института, уехал в Москву, все остальное, и мы, правда, с ним не общались. И в 2020 году, когда он мне звонит, и такой, привет, что делаешь? Я такой, привет, типа, что надо? Он говорит, давай встретимся, Мгм. побазарим, и тема есть. Я такой, ну ладно. И мы встретились, я помню, еще Берс подошел, мы встретились сзади кинотеатра Ага. Центральный, и он говорит, короче, ребята, надо тему делать, надо что-то делать. Мгм. Еще не было концепции Йорта Хаус, Мгм. мы не знали, что делать, но вот Вова и наш директор Павел, они хотели что-то сделать. Говорят, давайте что-то делать. Мы такие, блядь, девки нужны. У нас 3 пацана, сосисочная вечеринка, что-то типа не норм. Давайте, блядь, кого-то найдем. То Ясик вроде хочет, давай ее позовем. Катя, короче, все. И мы такие в пятером первый день собрались, такие, что будем делать? Ну, давайте тиктоки поснимаем, давайте. И вот потом уже постепенно, Концепция да, прорисовалась. проросла. Мы стартанули 1 июля, Мгм. а мы, наверное, начали работать где-то середины июня. То есть 2 недели мы еще что-то делали, ходили, собирались, Мгм. все снимали, но никуда не выкладывали. Мы еще придумывали Мгм. название, логотип, концепция. И вот к 1 июля за 2 недели мы пришли, что это будет реалити-шоу. Мгм. Вот. И мое место было там Роль. изначально, что я типа тиктокер, обезбашенный, там какой-то слишком громкий, веселый, заводной. Трэш-блогер. Нет, не трэш-блогер. Еще не было трэша. Я не был еще одиозным блогером Игорем Феглером. Я был приятный, смешной весельчак из ТикТока, Мгм. который шарит за мемы. Вот такая была изначально задумка. И потом уже, когда мы разбирались, у кого какая роль, какой характер, мы сразу придумали, что это вот так вот, типа, я, блядь, солист театра, типа.
все нахуй. И вот этот вот характер, он так и остался, потому что на самом деле в жизни я примерно такой же. Я очень, ну вот такой вот на самом деле я, потому что я знаю, кто я такой. Я объективно знаю цену себе. И она, конечно, дорогая. Вот. И каковым было мое удивление, когда людям это зашло, люди поняли, что основной костяк это не Вова Дормидонтов, у которого 100 тысяч, а основной вот мамка Йорта, это Игорь Феглер оказался. Вот, и все. И все ребята потом я один остался, мы начали набирать блядь, каких-то левых людей, постоянно менялся состав, я один работал, потому что до конца. Я не уходил, потому что это все равно какое-то вот мое детище. Ты У меня была любил это, Я да? любил это, и у меня вот такая ответственность была, что вот из Олдов все ушли, уже то Ясик уехала блядь, в другую страну жить, Вова тоже блядь, в Москве. А я вот один из первых, кто это придумал. Как я брошу детище свое, типа. Я оставался до конца и выиграл 200 тысяч. Слушай, у тебя такой образ, ну, будем честно говорить, который вызывает хейт иногда. Такое вот. Это ты так... Ну, потому что я знаю, что ты в Инстаграме другой человек и в жизни другой человек. Это осознанный выбор того, что ты ну, посчитал, что в Инстаграме нужно себя вести так, нужно показывать себя так, или это как-то... Что это? Как ты можешь объяснить Блин, это? тема очень такая, знаешь, я могу не часами говорить, она очень, правда, глубокая, эта тема. Я в жизни, вот правда, я очень эпатажный, я очень громкий, я, честно признаться, на одно ухо глуховат. Мгм. Поэтому я буквально громко говорю, потому что левое ухо у меня работает на пол шишечки. Это вот такой Ага. мой секретик, о котором не знают, кстати, еще в театре. Когда узнают, наверное, уволят. Я в жизни, правда, вот такой очень вальяжный, очень такой вот безбашенный. Но с точки зрения скандалов, каких-то вот этих вот интриг, это вообще, честно, не про меня. Я правда люблю шутить, люблю материться, люблю тусить, люблю людей, люблю жизнь. А вот, ну, мне приписывают совсем другое почему-то, что я какой-то скандалист, что я какой-то транс, что я какой-то раз. Это все не про меня на самом деле. Я за другое. Я за другое. И вот эти все скандалы, высосанные из пальца, они придуманы не мной и вообще не с моим даже участием. И много хейтеров. Почему? Потому что, блядь, у парня, к сожалению, длинные волосы. Для чего? Для чьего сожаления? Ну, блядь, этих Не, хейтеров, я ну, не понимаю, за что. кстати, про длинные волосы, это ты как... Просто есть такое мнение, что длинные волосы — это связь с космосом, там ты держишь, Я, или... кстати, вообще, честно вам скажу, я начал отращивать волосы в 2014 или 2015 году. У меня скончался дедушка от Ага, рака. ага. Вот тогда я был еще подросток, мне 14 лет. Вот это юношеский максимализм. Я думаю, ну вот, дедушка, короче, его хоронили в шапке. Он уже лысый был от Мгм. химии. Я думаю, я отращу волосы и подстригу их и отдам на благотворительность, на парики. Вот изначально была задумка такая. Потом уже как-то все это прошло, и я думаю, ну, прикольно. Сейчас я буду экспериментировать с волосами, какие-то дреды заплету, еще что-то. А волосы действительно у меня очень хорошие. И мне потом стало жалко их отрезать, мне стало жалко их красить и все Мгм. остальное. И потом я так подумал, действительно, это уже, ну, часть меня. Это не вот так вот, знаете, я не из тех людей, которые меняют имидж свой вот так вот по щелчку. Сегодня хочу каре, завтра хочу блонд. Мгм. Да, к сожалению, я не про это. Я вот однолюб, я за постоянство. Сейчас уже, к сожалению, возможности нет у меня, правда, и желания эти волосы состричь. Хотя мне, наверное, отчасти интересно, такой Интересно. спортивный интерес, как это будет выглядеть, да? Но я вот когда могу в фотошоп, могу побаловаться и посмотреть, как я выгляжу с короткими волосами, но это убого выглядит. А если бы тебя попросили для вот Для роли роли? нет. Это Нет, должны ты быть очень отказ? хорошие деньги, нет. Если говорить за коммерческую какую-то работу, ну там условия должны быть очень хорошие. Это не те деньги, за которые я сейчас работаю. Хорошо. Вернемся про хейт. У тебя, ну, достаточно много хейта, мне кажется. Ну, для этого Я вот, полилось. кстати, Как ты относишься? нет, я вообще никак не отношусь, правда. Пофиг? Мне вообще пофигу. И мне изначально было пофигу. Я помню самый первый мой скандал, Мгм. когда я сделал маникюр, и это все разлетелось. Все, мальчик сделал маникюр, и люди прям ужасно там материли, меня срали. Я даже этот момент проспал. Это, оказывается, я просыпаюсь, это все вчера произошло. Я такой, что это мимо меня прошло, вот настолько мне пофигу. И мне мои друзья писали и звонили, потому что для них это тоже было впервые удивление. Они очень волновались. И типа писали, что, как ты там, переживаешь, не переживаешь, не боишься на улицу выйти. Я говорю, чё, блядь, вы о чем? Камон, нет, мне вообще по барабану. И на самом деле я думаю, что хейтеров
Вот хейт это вот хейтер это же человек, который буквально тебя не любит, Мгм. который тебя вот ненавидит, который очень неприятно к тебе относится. Мне кажется, таких людей у меня нету, на самом деле, их мало. Вот эти комментарии, которые срут в Инстаграме массово, да, под постами в Джики, это не хейтеры, эти люди даже меня не знают. Это просто вот масса людей, большое количество, которые не только меня срут, понимаете? Они всех срут. А вот Блин, если они встретят меня на улице, они даже меня не узнают. А хейтер это вот все-таки тот человек, который знает тебя и очень тебя сильно не любит. то есть у тебя вообще не было случаев на улице, чтобы тебя там остановили, спросили за что-то там, за внешний... Кстати говоря, нет. Один раз я получил, конечно, но не из-за того, что я Игорь Феглер. А за Вот. что? За базар свой? Ну, я не буду вдаваться в подробности. Ну, была такая ледовое побоище, было один раз на Айконе. Вот. А так, в целом, вот так, чтобы меня кто-то срал, поджидал, и вот чтобы мне в директе угрожали, в директе мне что какие-то гадости постоянно один и тот же человек писал, такого нету, правда. Вот Блин, дикпики, мне дикпики, блядь, отправляют чаще, чем мне пишут плохие, плохие дикпики. сообщения в директе. Реально, я тебе говорю серьезно. Блин, слушай, мы как будто в разных мирах выросли, потому что я рос там, ну, тоже в деревнях, каждое лето там турне в Хатасах, и там не то чтобы за внешний вид, там за плохой взгляд можно Да, было... я сам, блядь, из Усть-Куйги. Знаешь, я когда работал в баре, я же из Усть-Куйги, это реально очень крутой поселок. У нас Ага. там блядь, пиздят, реально. Я вырос на этих драках. Я умею драться, я умею себя постоять. Но просто, к сожалению, видите, я выбрал другой путь. Или к счастью. Я стал артистом, и я дарю радость Вам всем людям. повезло. Да, я могу вот так-то въебать. И когда я работал на баре, Антон Чнаки ко мне подходит, говорит, а чё, ну, мы только знакомились, и он такой, типа, а чё ты откуда? Говорю, я из Усть-Куйги. И он, блядь, ты из Устьянска? Это же он лютый, ребята, он лютый, типа, не подходите к нему. Ну, реально, я знаю, что такое, когда тебя спрашивают за базар, потому что я сам за базар спросить, за шмот. Понял. Ну, как бы мне эта тема не очень интересна. Так, ну еще про популярность. С кем ты из блогеров дружишь сейчас прям конкретно? Из Якутии? Да я со всеми например? дружу. Самый мой лучший друг, на самом деле, это Вова. Ребят, у меня кожаные штаны, тут кожаное сиденье, такой АСМРщик. Жопа скользит, я извиняюсь. Лучший друг мой, правда, я безумно его люблю и уважаю, это Вова Дорвидонтов. Мы дружим, реально дружим. Мы с ним как братья, мы с ним как сестры. Вот так вот мы друг друга знаем все подчистую. Мгм, мгм. И все вот эти скандалы, интриги, которые вы можете увидеть в Инстаграме, это все постанова, чтобы поржать. Даже не для того, чтобы аудиторию друг другу перекинуть, а просто поржать. Нам смешно от того, что... Реакция. Да, от того, что люди негодуют, типа, «Блядь, реально они посрались или нереально они посрались. Вот. А так, более-менее, я дружу со всеми, правда. Со всеми, буквально со всеми. Я знаю всех, и все меня знают. Я со всеми дружу. Я вообще люблю дружить с людьми. Это очень здорово, когда у вас хорошие отношения с людьми. Я не люблю ругаться. Я вообще не конфликтный человек. Сижу, потому что живот пытаюсь втянуть. Немножко футболка не по размеру. Помните, Йорта Хаус 2020 года уже немножко маловато. Про переезд. Почему ты решил переехать в Москву? Сначала в Москву, как я понимаю, Да. после студенчества ты приехал в Москву, а потом в Санкт-Петербург. Можешь объяснить, чем тебя Якутск не устраивает? Я вообще очень сильно люблю Якутск. Я вот сейчас, когда приехал, и я ехал из аэропорта домой, я с таким удовольствием смотрел в окно. Вот этот вот желтый пыльный город, эти дороги. И я с такой любовью думаю, «Блядь, вот оно мое. Я правда очень люблю Якутск. Я уехал отсюда не потому, что мне здесь что-то не нравится. Мне кажется, попробовать, да? вполне комфортный город для жилья. Кому-то, может, климат не понравится. Мне вот тоже зима, на самом деле, тяжко дается здесь. Ну, выбирать не приходится. Как говорится, всю жизнь здесь росли, и мы не можем этот климат поменять. В целом, я очень сильно люблю Якутск. Когда я заканчивал институт, я понимал, что, ну вот, надо вот срочно, пока молодой, надо срочно сразу ехать, покорять с ноги дверь, выбивать в Москву. Ну, в 2020 году была пандемия, я остался на год, забухал. Ну, вот знаете, еще вот появился вот эта звездность, везде двери открыты. Денег было вот столько, ребят, вы не поверите. Я на рекламе в Инстаграме со своими 15 тысячами подписчиков зарабатывал вот столько, я мог Сколько? машину себе купить. Ну, я зарабатывал 1300, наверное, в В месяц. месяц. Мне кажется, Это в да. каком году? 20-21. Мгм. Мне кажется, так, потому что я, конечно, все тогда это не понимал, не анализировал, но вот если смотреть расходы финансов, траты 320 тысяч, траты 270 тысяч. Откуда?
У меня сейчас таких денег мне даже не снятся, понимаете? Я работаю в театре, могу, конечно, себе позволить сходить в ресторан какой-нибудь, но тогда, конечно, уровень жизни у меня был намного больше. И вот это еще меня оттянуло на год целый, чтобы я не уехал сразу. Потому что я думаю, ничего себе, такие деньги Ну, ты появились. считаешь, что ты потерял голову из-за денег, из-за Нет, я не популярности? считаю, что я потерял голову. Я все равно мальчик умный. Просто я тогда, мне кажется, это не ценил. Я почему-то думал, что, ну, как и все, что так будет всегда. Но так нет. Юрта закончилась в 21 году, и люди стали забывать про меня. Это правда, это факт. Мгм. Люди сейчас про меня забывают. Надо напоминать, сказывать, что такое Юрта Хаус. Но согласитесь, на самом деле так и есть. Это было 3 года назад. Это было 3 чертова года назад. И тогда, если бы я немножко осознанно к этому относился, мне кажется, я бы реально мог накопить на машину. Я бухал в офисе, ребята, кто знает, что такое офис? Я там оставлял по 16 тысяч за ночь. По 16 тысяч. Я всех угощал налево-направо. Просто деньги не проблема. Тын-тын-тын. Такси, не надо мне скидываться. Уедем на Чкалова за 400. Деньги не проблема. Вот так вот я жил. Я все пропил. Я все реально пропил, к сожалению. Снимал тебе 24, чувак. Да! И сейчас я такой, типа, что? Скиньте мне 30 рублей на такси. Чего? Скидывайте, ребята, я сейчас уже не потяну. Ну, так и Блин. есть реально. Ну, слушай, ты вот, ну, так на хайпе заработал, ты переезжаешь в Москву. Да, я там никто, ничто. Это жесть. И, ну, что ты начал делать вообще в первую очередь там? Как это было? Ты закончил университет и сразу по газам? Я закончил институт в 2020 году, уехал я в 2021. ага, Вот я год, тут, короче, я тут чилил. Мы пандемия. сняли уже 2 сезона Йорты. Мгм. Даже 21-й. Да. И в 21 году я думаю, ну все, короче, год потусил, надо уже ехать. Ну, все-таки в у меня одиночку? какой-то план есть. У меня все равно какой-то был жизненный план. Вот столько я вот сейчас заканчиваю, уеду, там мне столько-то лет на Мгм. реализацию себя и так далее. Я уехал в Москву не один, с подругами. Мы так долго к этому шли. Мгм. Там копили деньги, искали квартиры, то есть вот так осознанно очень все. Это было не спонтанное решение. Я к этому шел, возможно, всю жизнь реально. Мгм. И мы приехали, у нас такая была творческая, на самом деле, тусовка. Я типа а-ля артист, Саша Маркова, она у нас киношница. Мгм. С нами была подруга Уйгу, она сейчас в Литве, кажется, живет, но она тогда с нами жила. Она сценаристка. И мы Мгм. такие, же вообще можно сериал, Команда. это же можно сериал снимать. Типа, Мгм. трое творческих людей Мгм. приехали покорять Москву. И все, я просто ходил по кастингам, везде я ходил. Меня никуда не брали, к сожалению. Ну, видимо, ну, мой уровень немножечко чуть ниже, чем нужно. Ты, наверное, с завышенной самооценкой или как это называется? Нет, я вообще не с завышенной самооценкой. Я знаю, кто я знаю, что я. Я знаю, что есть ребята круче, я это понимаю Мгм. прекрасно. Я знаю, что у меня есть какая-то определенная внешность, типаж. Меня даже однажды, ну, этот типаж не везде подходит. Меня однажды даже не взяли на голубой огонек зрителям, представляете? Я пишу, ну, то есть нам было интересно в первое время посмотреть, как эти передачи снимаются. Блин, мы же в Москве. И мы сходили там на «Голос» на съемки, мы сходили еще куда-то. И вот Новый год и голубой огонек. Я думаю, голубой огонек, посмотрим, как это все. Там же все фальшивое. И мне пишут, вы азиат, мы вас не возьмем. На съемку в массовке в зрителей сидеть. Серьезно? Да. Я такой, чего? И, конечно, вот из-за азиатской внешности много я получал отказов. И я помню, что я мечтал сыграть, был новогодний проект, я такой думаю, «Холодное сердце». И я подавался на Олафа и подавался на всякий случай на этого, который деревенский мальчик, муж Анны. Ну, короче, там есть Эльза, есть сестра у нее Анна. И вот этот Анны, деревенский вонючий мальчик, я думаю, на всякий случай на него подамся. И мне пишут, вы что, вы в своем уме? Вы себя видели? Он же русский, типа, светлый европейский мальчишка, а вы же, типа, темненький азиат, еще и транс какой-то нет, типа. Короче, я получал отказы много, правда, из-за внешности, из-за того, что у меня нету корочки артиста, Мгм. тоже получал отказы. А так, чтобы я, типа, да я вот Игорь Феглер в Якутске, нет, такого не было, конечно. Слушай, переехали в Москву, Мгм. у тебя ничего не получается, на что вы жили? Нет, у меня что-то получалось все равно. Просто Что-то я получалось. не стал Сашей Петровым вторым, конечно же. Но я все равно работал. У меня были какие-то рекламные проекты. Я снимался в рекламах. Я снимался в групповках, массовках. Я снимался в эпизодах. У меня не было главной роли и второстепенной. Но эпизоды в сериалах у меня были. Я зарабатывал на этом деньги. Вот так вот 2 раза сходишь в месяц, заработаешь 30 тысяч, уже жить можно. Санкт-Петербург, как это случилось? Тебя позвали? Ты увидел вакансию или Да. как это было?
Переходим к моему театру любимому, ЛДМ «Новая сцена». Короче, как это всегда бывает, миллион в день ты видишь каких-то объявлений, кастингов, Мгм. и у тебя уже все на автомате. Ты копипастом свою анкету отправляешь, фотографии, у тебя уже все заготовлено, везде отправляешь резюмешку, везде отправляешь свои данные. И вот так вот я вижу, что ну, и, типа идет набор в театр. Мгм. Я даже сильно не вчитывался и не вдавался в подробности, типа, что это за театр, где это и что. Я просто такой, ну, повезет, не повезет, типа, отправлю на всякий случай. Вот, и потом мне отправляют ответное письмо, что я прошел первый этап, я отправлял еще видео, там, где я пою, танцую, у меня есть какие-то визитки, что я прошел первый этап, меня приглашают на очное прослушивание. Мгм. И я такой, типа, что? А что это за Они такие, это Санкт-Петербург. Я такой, что? Извините. Просто важно понимать, я не люблю Санкт-Петербург. Я человек Москвы. Санкт-Петербург я очень не люблю. Для меня это очень некомфортный город. И я максимально не хотел бы там жить. И я такой, что? Санкт-Петербург? Вы же в своем уме приглашаете? Я должен еще за свои деньги ехать туда к вам. И не факт, что вы меня возьмете. И они пишут, это театр ЛДМ «Новая сцена». Я не знаю, что это за театр, правда. Но я не дурак, я смотрю в интернете и понимаю, что это очень крутой театр. Уровень, Это да? очень крутой уровень. Это роскошный театр. Там невероятно известные постановки, спектакли, которые работают уже 10 лет почти. Там работают звезды. Я вижу в афишах имена артистов звезд. Я понимаю, что, ну, год этого отказаться. Конечно же, я немножечко закрою глаза на свои принципы, что я не люблю Петербург. Я поехал на этот кастинг с целью, что уже надо, короче, по-любому здесь оставаться, пробиваться Продвигаться. и переезжать в Питер. Мгм. Я ехал на кастинг, и девчонкам дома сказал, что если меня возьмут, девки, то я, типа, съезжаю. Ну, все-таки, мне кажется, должно быть как-то ответственно, вот эти все съезды, переезды, а не так вот, типа, завтра я не скидываюсь. Ну, все-таки деньги люди платят, мы друг от друга все зависим. Я поехал, значит, в Питер, я пел песню из мультика, о, господи, песню из «Красавицы и чудовища», песня Лифу про Гастона. Кто храбрее, чем Гастон, кто умнее, чем Гастон. Фильм смотрели? Там он, короче, этот друг этого Гастона, Гиюга, и он вокруг него типа «Гастон, Гастон». Короче, я эту песню пел. Потом я пел арию Урсулы. Я, конечно, много заготовил. У Мгм. меня было много фонограмм и много арий, которые я заготовил. Разноплановых, разнохарактерных. И я первую песню спел. У меня еще была футболка такая оверсайзная, большая, черная, которая Дормидонтова, кстати, я у него списал. И я пою, и наш продюсер подходит ко мне, сзади меня встает, так вот натягивает эту футболку, чтобы посмотреть, какой я стройный, нестройный. И она говорит, ну что еще споете? Я говорю, я, если вы не против, спою вам арию Урсула. Ну это, согласитесь, немножко странно. Поет песню Урсулы. Мгм. А там просто песня, ну, реально очень хорошая в плане, что можно показать. Она очень многохарактерная. Там есть моменты такие, моменты, то есть можно менять настроение прямо во время песни и показать максимум эмоций. Она говорит, ну давайте спойте. Я спел. Потом она такая, что еще? Лирическую какую-нибудь спойте, такую медленную. Я такой, ну хорошо, я спел. Уже на третью песню у меня там уже все пересохло. Я очень волновался, конечно. Еле как допел. Потом начал басню читать. И она такая, ну, вроде бы нравлюсь, но, ну, вроде бы не нравлюсь. Что-то Мгм. не пойми Мгм. такое. И она говорит, а что вы? Вы кто вообще по жизни? Я говорю, я Игорь Феглер, я вообще родом из Якутии, но я сейчас живу в Москве. А она такая, Москва? Ой, сложно, не хочу вас брать из Москвы. Как вы будете ездить сюда, работать, на 2 города жить? Ну, что-то нет, не хочу. А я говорю, типа, нет, я готов работать, и я приехал сюда на кастинг в смысле, что если вы меня возьмете, я, конечно, перееду, я буду здесь полностью посвящать себя вам, только вам. Я говорю, я готов работать, я хочу работать, я очень заинтересован. Она такая, да? М, Мальчик хочет работать? Ну ладно, переезжай. Я просто такой, что? Меня взяли, что? Я такой счастливый. Ну, вернулся в Москву, там собрал манатки, какие-то дела дорешал, и снял квартиру и переехал. Один, Один. Я сейчас живу один и никогда в жизни один не жил. Мне очень одиноко. да? Я прямо прихожу домой, и мне не с кем поделиться, не с кем... А вообще, ну, в Питере много друзей у тебя? У меня вообще никого не... Да. Поэтому я вот
жду вот эти приезды мои в Якутск, потому что у меня вся моя жизнь, конечно, здесь. У меня здесь семья, у меня здесь друзья родные, и вот раз в полгода я обязательно прилетаю сюда, потому что у меня все здесь. Вот недавно были новости, Игорь Феглер снялся в фильмах, в 3 фильмах или что-то типа такого было. Это СМИ было еще давно. Да, 21 подхватили. Это 22 года. что это было? Можешь рассказать про это? Ты снимался в фильме? Я снимался в фильме с Сашей Петровым. Я видел его в жизни, он такой, мне не понравилось. Не понравилось? Да. Почему? Ну, там это тайна, я не могу о них рассказывать, ладно, конечно. ладно. Ну, я вот такой, типа, Саша и Ну, Саша, типа. Что это было? Это ты в массовых этих Слушай, сценках? там было перечислено несколько проектов, и там в каком-то была массовка, в каком-то была групповка, в каком-то был эпизод. Не помню уже. Ну, помню, конечно, Ну, не буду это не говорить. ты не придавал этому значения. Да нет, конечно. Я было вот там, типа- я никогда не афишировал, что я вот снялся, Саша Петров. Я пошел деньги заработать. Я заработал, все, дайте новую работу. Просто тут в Якутске все паблики там. Игорь, Разлетелись, да. Игорь Феглер Это наш. была, наверное, единственная приятная новость, где меня похвалили вот за все эти 3 года, как я стал медийной личностью в Якутске. Вот со времен Йорты ни разу в жизни меня никто не хвалил. Я делал столько крутых проектов, я работал в правительстве, как сказать, я работал с интересными людьми, я делал действительно крутые, значимые проекты. Я создал буквально Тавриду в Якутии, я вывез Якутию в Крым на Тавриду, и наши артисты показывали там в течение недели или 2 вот эти все, нашу культуру, наши номера, пели, танцевали, все. И люди вот так вот смотрели, Якутия, Якутия. И я заслуженно получил эту грамоту Лапкиной благодарность, и меня срут за это. Что вы меня срете? Я сделал полезное дело, я заслужил эту грамоту. Давайте скажем друг другу спасибо. Все, идем дальше, живем дальше. Люди такие, нет, плохо, все, Питер. В других каких-то линз в очках у людей нету, только один хейт. И вот за 3 года это была единственная приятная новость. И сказали, ничего себе, Игорь Феглер снялся в кино, в массовке. Жесть! А помимо вот этой массовки были другие вот такие вещи, которые вы не замечали. Вы не замечали их. Какая у тебя реакция была на это? Слушай, но это опубликовали Якутск Ньюс. Я на Мгм. самом деле их уважаю. Это единственный паблик, на который я подписан. Мгм. Якутск Ньюс. И там писали мне типа с интервью. Потому что я выложил пост, где у меня вот лента в Инстаграме, где разные образы, разные костюмы. Я такой, типа, вот такие у меня костюмы в этом месяце. И люди поняли, кто там, журналист, понял, что кино снимается. И у меня спросили, что вы там в Москве делаете? Я говорю, вот там сейчас снимался, сейчас буду там сниматься, вот такая вот у меня структура жизни. И говорят, ничего себе, а почему вы не афишируете об этом? Это же так здорово. Я говорю, меня спрашивают об этом. Мгм. Я когда говорю, что у меня вышла песня, всем на мою песню. Я говорю, что я вывез Тавриду, я сделал столетие, я сделал ВЭФ, я еще что-то сделал. Веб Йотахаус. ты сделал. Ты веб сделал? Ну, прошлогодний, Да? 22-й. М. Делал, конечно, я его. Еще что-то там, еще что-то. А что ты на меня так смотришь, мальчик? И со времен Йорта всем по барабану было вообще реально. Я говорю, да кто-то репост с Анной сделал. Что вам жалко, что ли? Я вообще не жлоблюсь на рекламу. У меня выходит установится в песня, я первый кричу, песня. Я делаю эти рекламы бесплатно, мне вообще не жалко. Нам нужно друг друга поддерживать в этой Ну, связке. конечно. Вот мне очень, знаете что, у меня такая логика. Вот, допустим, у какого-то артиста выходит какой-то проект, да, и песня, или клип там, или еще что вышло. А он вот такой же, как и я, вот, ждет, когда же он станет крутым московским второй лободой. А может быть, у меня в подписчиках есть тот самый продюсер, и я репостну его, и он ее заметит. Ну, конечно, да. Что вам жалко делать этот ссаный репост? Это же ничего не стоит друг друга поддержать. Делайте репост, ребят. Да, делайте репосты, не жлобьтесь. Я даже вот людей, которых не знаю, я делаю репосты, меня просят, мне по барабану, блядь, мне вообще не жалко. Мне вообще правда не жалко. И вот когда я говорю, что вот у меня что-то это, вообще людям всем. А сняться в массовке оказалось вот так вот. И мне написали, я дал какой-то там небольшой комментарий, интервью, и вышла эта новость. И все такие, типа, что? Он снялся в кино? А то, что всем всю жизнь говорю, что я вообще-то артист. Я 2 года живу в Москве и правда снимаюсь в кино.
Отношение к якутской культуре. Нравится ли тебе вообще якутская культура? Как ты, если не нравится, из-за чего? Если Нет, нравится, из-за я чего? патриот. Я безумный патриот, честно. Мало Мгм. кто об этом знает, но люди, которые мои подписчики, которые знают меня не вот так вот на меня смотрят, а которые реально знают меня уже много лет, они знают, что я патриот. Я люблю регион. Ну, мы самые лучшие на земле. И ам, тоже могу об этом очень долго рассказывать. Я всегда везде всем хвастаюсь, какие мы крутые. У нас есть свое кино, у нас есть свое там производство, музыка, одежда, дизайнеры, у нас есть свои блогеры, у нас есть свои клубы, тусовки. Нам не нужны инстасамки. У нас есть пансаж, который вот делает разъебы, понимаете, в клубе. У нас все это есть. И был такой момент, короче, у меня подруга моя лучшая, Визиана, самая лучшая женщина, она самая главная тусерша в городе. Ага. А я вот тоже, на самом деле, в определенных кругах человек не последний. И вот мы с ней вдвоем тусеры, везде нас знают, везде нам двери открыты, нас везде любят, и мы любим вас, ребята, Ага. спасибо за ваши тусы. И вот на нас были подписаны ребята какие-то, по-моему, из Хабаровска. И вот они видели каждый день сторис, как мы тусим, бухаем, и они это какая-то другая жизнь. Такого нет Да, нигде. Америка, да? Как в Якутии люди тусят, такого нет нигде. Да. И они купили билеты и приехали сюда на уикенд. Ну, типа пятница, суббота, воскресенье. Они с нами не знакомы, мы не знали их. И они приезжают, и такие просто там, грубо говоря, на улице так вот встречают. Чё, Феглера знаете? Да, знаем. А где он, типа, тусит обычно? Ну, в офисе. Они такие, так, офис. А чё, офис это где? Ну, там-то, там-то, там-то. И они поехали в этот офис, и нас там ждали. И мы с Дианкой в это время тусили в другом месте, и слух разошелся, и говорят, там какие-то ребята ехали из Хабаровска, реально, чтобы потусить с вами. Мы такие, что? Мы сразу, у нас доллары в глазах, халявное пиво. Мы поехали в этот О, офис. Да, мы поехали в этот офис, и такие, так, что, где они, где они? Вон они стоят. Мы такие, все, покерфейсом проходим, типа, мы ничего не знаем. Такие, тын-тын-тын, проходим, и они такие, все, Видяна. Мы такие, мальчик, пиво купите, все. И они такие, ну, они нам все рассказали, что они приехали потусить, и мы такие, здорово, так приятно. И мы показали им реально эту тусерскую якутскую жизнь, Мгм. водили их там по всем местам. Они уехали вот с такими вот сердечками в глазах. Они говорят, мы офигели. У вас на баннерах ваше кино. У вас есть вот какие-то свои звезды. Рынок у нас, да, отдельный, типа. Ну вот, он говорит, у нас в Хабаровске идет, ну, эти баннеры кино, вот это российское кино. А у вас висят ваше кино, вы снимаете свое кино для себя. У вас есть свои звезды, свои певцы. Вот, говорит, Феглер, ты же сам, у вас есть свои Легенда, звезды. да? У нас в Хабаровске нет своих звезд. Да, я понимаю. И в других регионах тоже такого нет. Есть только у нас есть все свое. И мы теоретически могли бы жить отдельно, правда. С нашими ресурсами и деньгами мы бы не нуждались ни в чем. Это Гагарина к нам не приезжала 10 лет, она бы, если бы не приехала, мы даже не заметили. У нас есть свое производство массовое, понимаете? И я за это люблю очень Якутию, что мы очень самостоятельные. У нас какая стильная молодежь. Весна-лето, все, это же жесть, какие все красивые, нарядные. Фэшн неделя, Есть да? вкус, у ребят есть вкус. Вы походите по Москве, там бичи, как, ну, типа, молодежь, они ну, они бичи, как сказать, в Москве они точно не бичи, не при бабках, но они, ну, не стильные, грубо говоря. Там уже не про вкус даже, они как-то вот, ну, не акцентируют на это внимание, это не важно для них. А у нас важно, и я считаю, что это важно, как человек выглядит. Это красиво, у нас все ребята стильные, все очень умные, талантливые, художники, все какие-то дизайнеры, все какие-то бизнесмены. Вы же видите в сторе, что у нас постоянно у всех какой-то проект. Скоро будет новый проект, скоро будет новый проект. Мгм. Никто не знает, что это за проект, но какой-то проект есть. И, ну, как бы это смешно, но тем не менее люди чем-то заняты, люди постоянно что-то делают. И я за это люблю наш народ. У нас очень крутая молодежь. Расскажи, вообще, какие планы у тебя на будущее? Что планируешь? Ты сказал уже, что планируешь стать артистом театра и кино, развиваться Я в уже этом стал. темпе. Ну, Стал. точнее, был всю жизнь. Бу- Что дальше? Как ты видишь? Следующий шаг. Вот ты стал артистом, ты крутой, тебе предложили, ты сам за высокую цену уже на ценках, как это называется, гастролируешь. Все, ты перешел планку, потолок, Что дальше? Какой следующий шаг, по твоему мнению, у тебя? Слушайте, ну вообще, если говорить о ближайшем будущем, я для себя решил точно, что я
В этом конкретно театре, да, на этом месте работы, ну, задержусь хотя бы на пару лет, то есть это не один сезон будет. Ну, конечно. Я хочу. Во-вторых, у меня, конечно, в планах, в моей стратегии развития, чтобы мой гонорар, оплата моего труда на этой работе, он увеличился, ну, хотя бы в 2 раза. Это уже у меня такая цель к следующему году, к следующему сезону. Это второй момент. И третье, у меня сестренка моя закончила Мгм. 9 класс. Поздравьте меня. Старая жесть. И она будет поступать в Петербурге, то есть она уже поступила, она будет жить со мной. Я понимаю, что я уже к Петербургу прикован, типа, года на 3, да, пока она шарагу не закончит. Вот, поэтому пока что я в Петербурге и не планирую ни возвращаться в Москву, ни возвращаться в Якутск. Если говорить о каком-то глобальном будущем, ну, вообще у меня есть такая мечта. Я очень люблю гостиничный бизнес. Я бы хотел открыть свою гостиницу, очень крутую, и умереть в ней. Да, реально. Я хочу, чтобы у меня была такая прям красивая гостиница, такая, знаете, огромная, типа отель Гранд Будапешт. Отель Гранд Вот такой вот Будапешт, огромная, вот да. такая вот огромная гостиница, там типа 22-этажная. И в самом верху там пентхаус, и чтобы мне было типа лет 70, я надел смокинг, лег и умер там. Да, это твоя мечта? Ну, я, конечно, понимаю, что она, вот я сейчас рассказываю с таким юмором, немножко преувеличенно, но я бы, конечно, хотел, если говорить о том, что я когда-нибудь стану на ноги и смогу себе позволить откладывать деньги и куда-то их инвестировать, я бы инвестировал в гостиничный бизнес. Мгм. Ну вот, да, у нас подкаст заканчивается, тема, и хотелось бы, вот ты артист, ты актер, ты хочешь Певец, этого или нет, ты этот скандальный блогер, одиозный. да, скандальный трэш-блогер, хочешь ты этого или нет. Не Э, трэш-блогер, скажите, а что я такого трэшового сделал? Я самое трэшовое сделал, это снял кавер на Пусси Джуси на тусе. И то люди не поняли это. Это было очень тонко, и это очень было очень вкусно. И я от своих слов не отказываюсь. Мне кажется, я бы сейчас такое опубликовал. Это очень было вкусно. Это было... Ну, кто понял, тот понял. Ну ладно, давай Я тогда. же не, понимаешь, какая-то там Анжелика бровастая, которая бухает в прямом эфире. Вот это трэш. Хотя я ее знаю, мы с ней дружим. Но вот, ну, объективно... Серьезно? Да, объективно говоря, вот есть же реально трэш люди творят. Там бухают в прямом эфире. Я ничего такого не делаю, блядь. Я же пою песни, шутки шучу, хорошие. Я очень добрый человек. Почему меня сделали трэш-блогером, я не понимаю. Ну вот, короче, я к чему подводил? Для того, чтобы твое интервью, вот это самое, ну, я считаю, что у нас беседа получилась, нужно сделать скандальчик. Мгм. Мы сейчас заснимем, получается, на телефон, и ты на какой-то вопрос скажешь, ну, пошел и выйдешь из кадра, короче. И мы это Давай. выложим, это расфортится. Ты выложишь, у тебя, ну, вот, в Якутске, что за трэш у вас происходит? И вот этот фрагмент выложишь, это разлетится, а потом уже через неделю мы опубликуем наш Ну подкаст, и хорошо, это давай. разогреем. Слушай, вот такое я люблю. Ну, это же постанова, типа, и когда люди... Мы такие штуки раньше делали тоже. Я помню, самый гениальный для меня, это, типа, я рекламировал какой-то кератин волос, и девочки в салоне снимали, типа, как выпрямляют мне волосы, и там, типа, Игорь, помахай, и я такой, типа, тын-тын-тын. И в этот момент, типа, прядь волос у меня от утюжка, типа, оторвалась, мы сделали такой разъем. Короче, я это к тому, что я люблю вот это вот Самокей? такой вот постановочный трэш, но это прикольно, это смешно, потом же мы сделаем разоблачение, будет, типа, норм. А вот так вот реально трэша я же не делаю, знаешь. Так, давайте, вы можете заснять на телефон, как будто это сторис, типа, вот снимается Игорь Феглер на подкасте, и потом резко на каком-то вопросе ты скажешь, ты, ну, что-нибудь сделаешь, короче, Мгм. типа, скандал, и выйдешь просто. Просто, подготовиться к встрече, что Ты у меня, чё блядь, по орёшь, минутам а? все Ты расписано. чё? У вас организация так никто не работает. Мне нужно набраться опыта для начала, и потом уже приглашать людей в Ну иди в жопу. Чё, как, нормально? Игорь, ты ну, замечательный человек. Я очень благодарен, что ты в своем плотном графике уделил нам время и пришел
снялся. Я знаю, что ты занятой человек. У тебя все по минутам расписано, каждая тусовка и так далее. Спасибо тебе, что ты пришел и поделился с нами своими мыслями, своими впечатлениями вообще про Питер. Хочу Пожалуйста. выразить тебе благодарность. Нет, ребята, на самом деле огромное спасибо, правда, за эту встречу. Очень, мне кажется, много рассказал объясняющего. И спасибо за эту возможность, потому что раньше не было как-то случая, да, чтобы рассказать про институт, еще что-то, про свой театр, про это кино. Я желаю вам развития вашему проекту. Я посмотрел странички вашей Куцго, мне кажется, перспективная штучка. Желаю, чтобы гости все у вас были интересные, не скандальные. В общем, работайте.